Нарвские власти недавно заявили о том, что собираются активно работать над уменьшением числа безработных нарвитян. В частности, председатель горсобрания Михаил Стальнухин сообщил, что город ставит себе целью за год сократить безработицу вдвое. На прошедшей на прошлой неделе передаче «Диалог с властью» Михаил Стальнухин и Тармо Тамисты рассказали, что конкретно планируется делать для достижения этой цели. Значит, сейчас у города уже получено одобрение, это касается благоустройства Липовки. Идет сейчас конкурс, ждем проектов туда. В середине декабря соберется комиссия, которая будет рассматривать все работы, которые присылаются. Ну, после чего будет объявлен выигравший. И это значит, что со следующего года может начинаться там стройка. Сумма там большая, более 60 миллионов крон. 69. Да, 69 миллионов крон стоимость этого объекта. И, естественно, это дает возможность именно нарвским предприятиям участвовать там. Я не сомневаюсь, что многие там и получат возможность работать и зарабатывать денег, что с другой стороны приносит обратно деньги в городскую казну. Еще у нас подготовлен из больших проектов променад, который, я думаю, что приносит не только пользу, но просто делать наш город намного еще краше и будет таким объектом, которым тоже можно будет гордиться. И еще проект, касающийся бастионов и крепостей, который тоже подготовлен, который тоже находится в приоритетах города. Потому что это десятки миллионов крон, которые можно именно пользовать в том ракурсе, чтобы именно наши люди смогли получить работу, и это дало бы возможность и городу с другой стороны жить лучше. И речь идет о том, что город не рассматривается одной большой территорией, а делится на десяток, а может быть и два десятка небольших, на которых могут развивать свою деятельность небольшие фирмы, которым не нужно спецтехники. То есть определенные работы останутся, естественно, у крупных фирм, у которых эта спецтехника есть. Но такая вещь, как уборка мусора, постоянный надзор, покосы, уборка снега в некоторых местах, где техника не может использована, это вполне может отойти к таким фирмам. Если позволите, приведу конкретный пример. У нас до недавнего времени уборка зоны Липовки обходилась городу где-то примерно в 700 тысяч крон. При этом я, как человек, который очень часто там, я просто там гуляю, да, значит, понимал, что, это никакая не уборка, честно говоря, там очень некачественно все было. Начиная с позапрошлого, по-моему, года были изменены условия, там в результате сделанных предложений появилась маленькая фирма, у нее сроки работы, купальный сезон с 15 мая по 15 сентября. И, естественно, там к вечеру что-то накапливалось, но то, что после их утреннего прохода к 9 часам там было идеально чисто по сравнению с тем, что было до сих пор, в общем, это совершенно очевидно. Ко всему прочему, это оказалось в 3 раза дешевле предыдущего договора. Вот такие вот варианты, связанные и с этим, и с парковками, и с размещением фирм на пустующих территориях, где можно это сделать гораздо дешевле, мы все их будем рассматривать.